Рица – крупнейшее озеро нашей страны. Традиционно она привлекает посетителей и гостей как летом, так и зимой. В этом году снег на Рице выпал 12 декабря. Это немного позже обычного. О том, как заповедник готовится к зимнему сезону 2025-2026, мы поговорили с директором нацпарка Адамуром Богателия. Адам Мурчантович, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью с нами. Хотелось бы узнать о том, как функционирует сейчас Рицинский реликтовый национальный парк. Приезжают ли туристы? Давайте поговорим о статистике. Если говорить в динамике сравнения, если можно, с 2024 годом, сколько человек тогда посетили Рицу и сколько в этом году? Добро пожаловать. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить, и, конечно, и вас, и весь народ Абхазии с наступающим Новым годом. Что касается Рицы как объект посещения, уже как многие знают, мы готовы круглый год, уже почти 4-й год, не почти, а 4-й год, как Рица принимает круглогодично туристов. Это новшество такое, это мы целью задались, мы это и сделали. Что касается о готовности в этом году Рицинского парка для посещения, да, в целом мы готовы принять любое количество туристов за зимний период. Но у природы свои законы, свои явления. Если сверхъестественного ничего не будет, мы готовы принять любое количество людей. Техника готова. У нас нет выходных дней. Как мы знаем, с 1 по 12, оказывается, выходные дни в России, и у нас так. Ждем большое количество туристов, и техника готова. Песок для отсыпки на гололед, он уже заскладирован наверху. Пескомет, так называемый в народе, готов. Все службы готовы для приема туристов. Вот, елка уже установлена. Добро пожаловать. Любой, имеющий желание, может посетить озеро Рица прямо сейчас тоже. Кстати, с утра был небольшой такой снег, уже дорога вычищена, уже отсыпана. Добро пожаловать. Теперь, что касается для сравнения посещаемости. К сожалению, в этом году ожидаемого не произошло. Мы уступаем прошлому году в процентном отношении на 14% мы уступаем прошлому году по количеству туристов. Но тут у меня личное такое мнение, с чем это связано. Во-первых, если вы обратили внимание, ноябрь намного теплее был, чем июнь месяц. Особенно в горах, в июне, чуть ли не заморозки были. Заморозок не было, но очень было холодно, а туристы отслеживают нашу погоду. Хорошая погода, люди есть. Плохая погода, их нет просто. Люди не едут. Мы ни один день не закрывались, но такая ситуация по посещаемости. Но если отдельные месяца взять, например, вот декабрь за 15 дней этого года, да, на 300 человек больше туристов, чем в прошлом году за декабрь. В ноябре на почти 3000 туристов больше, чем за ноябрь 2024 года, отдельные месяца. Это практически для гор, это зимние месяца считаются. Вот такое, если точечно брать, вот такая картина вырисовывается. Надеемся, в новом году нас посетят очень многие туристы. В том числе наших граждан не меньше. Приезжают смотреть новогоднюю елку, некоторые даже до утра там встречают Новый год и так далее, и так далее. Мы готовы каждого принять.
Адам Мурчатович, и все-таки горы – это дело непредсказуемое. Сход лавин, снежный покров большой. Хватает ли сегодня у Рицинского парка необходимой техники для того, чтобы обеспечивать постоянно проходимость дорог? И как обстоят дела с медицинской помощью? Да, спасибо, Илана, за вопрос. Техники достаточно, я уже выше это обозначал. Но у природы бывают действительно, как вы подчеркнули, свои явления, которые человек реально не сможет предсказать. Это у нас, к сожалению, снежные лавины начали сходить там, где их никогда не было. Человечность не помнит. Вот количество сходов лавин увеличивается. Мы, конечно, максимально их убираем. В прошлом году, за прошлый год 3 или 4 дня всего был закрыт Рицинский парк, и то не подряд. У нас есть отдел, который занимается изучением сходов лавин, и они как бы, насколько это возможно, предсказывают, когда эту лавину ожидать. Вот именно в те дни мы их из КПП закрываем. Это связано только с безопасностью. Вот. И 90% вот эти оправдываются. Прогнозы сбываются. Прогнозы сбываются, да. Что касается медицинской помощи, да, медпункт как был открыт, он будет открыт круглый год. Вы, наверное, помните, Министерство здравоохранения во главе с Эдуардом Вильяльевичем нам подарили машину скорой помощи. Она на постоянной основе там стоит и дежурит. В этом году немало выездов эта машина сделала, за что мы благодарны Министерству здравоохранения. Ну, помимо того, что Рица всегда своей красотой привлекает туристов, ее уникальная флора и фауна, к сожалению, становится центром притяжения браконьеров, охотников, которые, несмотря на запрет, все-таки стремятся туда попасть. И мы знаем, что такие случаи тоже бывают. Как сейчас обстоят дела с этой ситуацией? Как идет борьба с ними? И часты ли случаи попыток проникновения в Рицинский парк с целью осуществления охоты, рыбалки запрещенной? Да, это имеет место, но статистика говорит такие цифры. Мы точно убеждены, что из 10 8 мы остановили. Есть случаи, когда каким-то образом попадают на территорию, на чужих машинах перевозятся собаки, ружья охотничьи и так далее, и так далее. Но мы и там боремся с ними, наверху на обходах инспектора наши дежурят. Ну, наверное, кое-кто и проскочил. Наверное, и это имеет место. Это что касается охоты. Охота, она круглогодично запрещена. А что касается любительской рыбалки, в период нереста только мы запрещаем ловить рыбу. Сейчас как раз идет период нереста лососевых рыб. Сейчас это дело под запретом, отслеживаем. Мы выделяем дополнительный ГСМ для того, чтобы инспектировать те места, где это возможно, где это нужно. Как можем, боремся с этим. И плюс еще новогодний праздник, это очень хороший праздник, но уничтожая хвойные породы, это для нас недопустимо. И то имеет место, наверняка кто-то совсем куда-то в машину посторонних. Я не удивлюсь, если турист будет вывозить новогоднюю елку. То есть срубы тоже имеются, да? Да, конечно. Вот, туристу могут в багажник положить. Сейчас туристов мы не будем проверять, он за елкой не приехал сюда. Но сам факт, боремся как можем. Но получается. Ну, наверное, единичные случаи имеют место. Вот в таком положении. Это режимный объект. Мы стараемся природу сохранить для будущих детей. Территория не маленькая, 39 тысяч гектаров.
Сложности есть, но по возможности все приводим в порядок, в норму. Что-то быстро и эффективно получается, что-то тяжело получается, но мы уверены и убеждены, что мы идем правильно. Вот это самое главное. То, что не получится сегодня, получится завтра. У других или у нас. Да не имеет значения. Главное направление правильное. На мой взгляд, это так. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и хотим, чтобы вы, глядя в камеру, поздравили тех граждан, которые будут смотреть это интервью, с наступающим праздником. Да, я еще раз хочу сказать, пользуясь случаем, поздравить весь народ Абхазии с наступающим Новым годом. И самое главное, мы живем, как мы все знаем, в неспокойном мире, в этом меняющемся мире, чтобы Абхазия всегда оставалась Абхазией, народ Абхазии, мира, добра, счастья, благополучия. Вот что я хочу и пожелать всему народу Абхазии с наступающим Новым годом.